Наличие негосударственной структуры здесь очень важно. Спасать жизни людей в реальном времени. Вкладываем и душу, и сердце в эти все проекты. Такого уровня, как РГМ, здесь структур нет. Это не выбирал я, это сердце выбрало. Я приехал сюда и уже не смог отсюда уехать. Любого международного. Я сейчас директор Русского дома, а тогда я был журналистом. И мы работали, зачастую вместе работали с Евгением Александровичем Примаковым. Идея создания русской гуманитарной миссии зародилась в бытности его пребывания в качестве собственного корреспондента Первого канала на Ближнем Востоке. Я сказал, что, на мой взгляд, если и говорить о международной деятельности, то, может быть, имеет смысл начинать с Сербии. Ситуация здесь никогда не была доброй, что называется. Вступил запрос в нашу юридическую контору открыть представительство. Нам эта идея понравилась. Все сразу выразили желание принять участие в этом проекте. Новая организация была молодой, но очень амбициозной, успешной и решительной в реализации своих проектов. Главным принципом было не давать рыбу, а давать удочку. И это было связано в том числе и с логотипом рыбок, что, пожалуйста, возьмите удочку, ловите. За эти 9 лет работы регионального представительства реализовано более 50 проектов, улучшение качества жизни, медицины, образования. Каждый, с кем мы встречаемся, даже совершенно не привязан к активности РГМ, после того, как мы упоминаем о проектах, готов оказывать содействие на добровольной основе. Мобильная клиника, особенно на ранних ее стадиях, когда мы передавали в пользование медицинским учреждениям весь автомобиль. Схема 4×4 получается, он добирается до самых отдаленных районов в горах, самые дальние деревни может пробраться. Приезд доктора, который не только лечит, но и общается, буквально тактильно общается с людьми, это очень важно. Особенно учитывая то, как люди здесь, особенно в провинции, относятся к русским. Для них иногда прикосновение русского доктора, просто прикосновение, может быть значительно более целебно, чем лекарства, купленные в аптеке по рецептам. Бабушки, которым была оказана некоторая медицинская помощь, консультация, рассказывают и складывают легенды о том, что к ним лично Путин направил врача, узнав о их беде и проблеме. Так что некоторые мероприятия, акции обрастают таким налетом легендарности, становятся частью местного эпоса, эпохального эпоса. Во время ковида русская гуманитарная миссия подарила большую партию лекарств Республике Сербской. Таким образом, в этих нужных моментах как раз помогли с необходимыми материалами и лекарствами. Достаточно из отдаленных населенных пунктов, объектов инфраструктуры внутренних населенных пунктов, которые нуждаются в некоторой технической поддержке, в том числе недостаток зачастую электричества, вполне обусловливает необходимость заполучения за счет нашей гуманитарной активности генераторов, которые могут позволить именно решить проблемы инфраструктурного характера в этих населенных пунктах и в этих институтах. Один из крупных проектов, один из крупнейших проектов, наверное, был тот, который мы реализовали в Рашке. Рашка – это часть Сербии. Там достаточно большой комплекс, сейчас скажу, дошкольный, образовательный и уже школа, начальные классы. Был рядом обеспечен электроэнергией. Кроме этого, крупные проекты являлись установление проекта солнечных батарей на учреждение здравоохранения в городе Билича, в Республике Сербия, и в городе Зрынянин. Дело в том, что этот регион очень солнечный. Действительно, там можно постоянно использовать батареи солнечные, которые помогают экономить средства по итогу, а самим этим учреждениям, которые благодаря этому не нуждаются в оплате счетов, муниципальных, коммунальных услуг, сэкономленные средства реализовывать другие проекты, обновлять собственную территорию или помещение, закупать необходимое для детей оборудование. В сфере образовательных проектов Русской гуманитарной миссии на Балканах в течение этих 9 лет отремонтировано оборудовано 9 школ, 3 кафедры русского языка при 3 вузах в Сербии, Республике Сербской, и создано 16
уголков русского языка при городских и школьных библиотеках. У нас открыты русские центры, где преподается русский язык, где рассказывается о культуре и традициях нашей страны, куда передавались книги, учебные пособия, где за наш счет работают преподаватели. Есть командированные наши русисты, которые специалисты в сфере русского как иностранного, РКИ, если аббревиатура. И они на постоянной основе преподают в вузах, преподают в школах, работают с людьми, которые просто желают изучать русский язык. То направление, которое требовало быстрого реагирования. Тем более, что судьба косовских сербов, в общем, никого, кроме России и Сербии, никогда больше не волновала. Ну, в Косово проводилось несколько таких масштабных акций гуманитарных, начиная с передачи медикаментов туда во время гуманитарного кризиса, который разразился в 2017 году в связи с блокадой границы со стороны Приштины. Коробки, которые были наполнены всем необходимым, предметом первой необходимости, они передавались в эти семьи через православную церковь. Это были акции образовательного характера, книги, поддержка вот этих вот учебных каких-то программ и так далее. Опыт оказался успешным, и вот сколько лет это все живет и работает. Русская гуманитарная миссия является эксклюзивным, не хочу говорить инструментом, проводником гуманитарной активности на Балканском полуострове. Ни одна другая организация здесь не способна осуществить столь масштабные и решительные сжигания их реализации проектов в гуманитарной сфере. У нас нет абсолютно конкурентов из России, из-за рубежа их достаточно, да? Я вижу благодарность, и я вижу радость. Радость, благодарность за то, что о них вспомнили, а радость от того, что они вспомнили именно русский. Это здесь важно. Россия сегодня в войне. Это война, конечно. И многим из русских необходима помощь. Но в этой ситуации не забыть брата. Это очень-очень большая вещь для нас. Это любовь, и для меня является большой честью работать в представительстве Русской гуманитарной миссии и сопровождать в дело работу между нашим народом и помогать людям в Сербии и представлять Российскую Федерацию. Если говорить в общем и целом, то вся Сербия, вся республика сербская, весь сербский мир – это наши волонтеры, наши соратники, наши сподвижники и действительно надежные партнеры.